Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел на месте пожара в Амгинском районе. Тела двух погибших обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Битюнцы. По информации Следственного комитета, в ходе осмотра места происшествия установлены личности погибших. Ими оказались 50-летняя женщина и 46-летний мужчина, которые проживали в этом доме. При детальном осмотре на телах погибших обнаружены множественные колото-резанные ранения. Как выяснилось, ночью 4 ноября в гостях у погибших находился 58-летний мужчина. После совместного распития спиртных напитков он несколько раз ударил ножом хозяина дома. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. В момент совершения убийства из соседней комнаты вышла сожительница потерпевшего и подозреваемый, желая скрыть совершенное преступление, и ее несколько раз ударил ножом в грудь. Женщина также скончалась на месте. Злоумышленник совершил поджог дома и скрылся. В тот же день его задержали и допросили. В Сунтарском районе произошло ДТП, в результате водитель получил серьезные травмы. Проверка установила, что у пострадавшей нет водительских прав. Ночью на 922-м километре федеральной автодороги Вилюй 35-летняя автоледи не справилась с управлением и совершила опрокидывание машины вне проезжей части. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы. Она госпитализирована в хирургическое отделение больницы села Сунтар. По словам женщины, она не успела поставить автомашину на учет из-за отдаленности проживания. В момент ДТП женщина ехала одна, без пассажиров, не пристегнутая ремнем безопасности. Также проведенное освидетельствование не выявило у нее состояние опьянения. Со слов пострадавшей, она двигалась со скоростью 70 км в час. Не доезжая до села Кюндядя, она не справилась с управлением. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при организации тушения лесных пожаров. Об этом сообщает прокуратура региона. По имеющейся информации, халатность привела к уничтожению более 700 тонн сена в Амгинском районе. Нанесенный ущерб оценивается в сумму около 4,5 миллионов рублей. По данным прокуратуры, в сентябре в районе зарегистрировали лесные пожары на территории нескольких наслегов. Уполномоченными должностными лицами принято преждевременное решение о закрытии пожароопасного сезона. Тушение лесных пожаров не было организовано из-за принятия данного решения, что привело к распространению пожаров по участкам крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов. Подозреваемых в грабеже поймали по горячим следам в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Ими оказались ранее судимые 27-летний и 32-летний мужчины, которые являются родными братьями. Они были в гостях у своего знакомого, проживающего в частном доме. В ходе совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из подозреваемых начал угрожать хозяину дома кухонным ножом. Затем злоумышленники украли телевизор и сбежали. Похищенный телевизор изъят. В ближайшее время он будет возвращен потерпевшему. А в отношении братьев возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж» и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В Татарстане сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. По версии следствия, трое злоумышленников организовали нарколабораторию в частном доме на территории садового товарищества в Казани. Они создали 2 магазина в интернете для сбыта бесконтактным способом на территории республик Татарстан и Марий-Эл. Подозреваемые задержаны, ими оказались 2 братьев и тесть одного из них. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обысках обнаружено 8 килограммов мефедрона. По месту жительства одного из задержанных также изъяты наркотики. Следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Ими оказались 2 братьев и тесть одного из них. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства одного из задержанных также изъяты марихуана, гашиш и амфетамин. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности. В дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о хищении товара обратился собственник ювелирного магазина, расположенного в одном из торгово-развлекательных центров города. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого на автовокзале. Ранее судимого 39-летнего приезжего из Москвы доставили в отдел
полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные ювелирные украшения полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Установлено, что злоумышленник попросил продемонстрировать несколько золотых изделий с витрины и, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся на другого покупателя, похитил серьги с бриллиантами. В настоящее время Следственным отделом полиции УВД по городу Сочи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.